Вы видите, что это винтовая фиксация, да, на имплантах. Система заключается в том, что фиксация коронки идет в лунку, в имплант с помощью специального винта. И этот винт, он затягивается специальным диаторическим ключом. Смотрите, этот диаторический ключ, он на трещотке. Вот это усилие, которое выдерживает имплантат в кости. Сегодня сделать улыбку красивой, а зубы белоснежными можно за сравнительно короткое время. Ведь существует протезирование, наращивание, имплантация и многие другие методы исправления стоматологических изъянов. Сложно поверить, но до начала 17 века стоматология даже не была частью науки. Все изменилось лишь благодаря трудам известного французского врача Пьера Фошара. Первая русская зубоврачебная школа была основана в 1881 году в Санкт-Петербурге, а в Осетии стоматологов стали обучать лишь спустя век, в 1993 году. Сначала в Северо-Осетинской медицинской академии, а уже потом, с 2004 года, в Северо-Осетинском госуниверситете. У истоков развития службы стояли выпускники Московского медицинского стоматологического института, доктора наук Нина Цаликова и Родион Зулоев. Республика нуждалась в стоматологических кадрах, и усилиями Казбека Досыковича Салбиева и академика Копейкина Московского мединститута стоматологического открыли факультет медицинской академии, и у истоков стоял, в общем-то, стояли Лянова, Цаликова Нина Михайловна, и мы втроем как бы начали. Пока мы учились, защищались, студентами занимались ставропольские профессора. Ну, с нашим приездом мы взяли, в общем-то, в свои руки. Стоматологи, терапевты, хирурги, ортопеды, пародонтологи, ортодонты. Чтобы подготовить высококлассных специалистов, не обойтись без теории и практики. Руководствуясь последними достижениями науки, на медицинском факультете Северо-Осетинского госуниверситета обучают студентов, которые смогут решать разные профессиональные задачи любого уровня сложности. Здесь ребята знакомятся с широким кругом важных дисциплин, учатся исследовательской работе, овладевают практическими навыками. Выгодно отличаемся мы от московских школ или центральных тем, что мы акцентируем внимание на практических навыках. Если выпускники центральных вузов практическими навыками занимаются в основном в ординатуре, мы прям со второго курса уже прививаем им работу уже руками, с материалами. Подход этот я выработал, вот то, что мне не хватало самому в учебном процессе, то я пытаюсь и вводить в учебный процесс. Студент, начиная с материаловедения, работа с материалами, как материал работает, если он не прочувствует материал собственноручно, теоретические знания быстро у них улетучиваются, а когда человек работает руками, он лучше запоминает. Современные методы лечения, передовые технологии требуют от будущих врачей развития необходимых мануальных навыков. Их оттачивают в фантомном классе на специальных учебных моделях, симуляционных установках. Студенты выполняют действия в обстановке, моделирующей реальную. Будущие стоматологи на фантомах препарируют кариозные полости, реставрируют и удаляют зубы, работают с ассистентом в 4 руки. Для того, чтобы проводить лечение кариеса и осложненного кариеса, для студентов выдаются все необходимые расходные материалы, включая современные пломбировочные материалы светового отверждения, химического отверждения. Также все методики пломбирования корневых каналов, они проходят на определенных таких столбиках, которые тоже приобретены. Да? Вот на этих столбиках есть имитации как однокорневых, так и многокорневых каналов. На этих каналах студенты проходят все
этапы формирования корневых каналов и могут визуально наблюдать и проводить контроль своей работы. То есть увидеть свои ошибки или же, наоборот, увидеть успехи, да, насколько он овладел данным навыком. Также для студентов, конечно, приобретены наконечники, которые, опять же, дают им возможность провести все манипуляции. Даны лампы, полимеризационные лампы, которые необходимы для полимеризации современных композиционных материалов. И таким образом студенты приобретают все практические компетенции. Медицинский факультет Северо-Осетинского госуниверситета представлен 4 кафедрами – фундаментальной медицины, фармации, терапевтическо-хирургической и детской стоматологии, а также ортопедической стоматологии, пропедевтики и постдипломного образования. Здесь готовят не только врачей-стоматологов, но и фармацевтов, специалистов для сферы обращения лекарственных средств, включая их разработку, исследование, производство, изготовление и хранение. Факультет развивается на базе классического вуза, и это логически объяснимо. Современная медицина – сфера пересечения множества наук, которые изучают именно в классических вузах с их богатой историей. Междисциплинарный подход предполагает связь медицины, биологии, химии, физики, математики, IT-технологий. История нашего факультета начинается с 1997 года, где на базе химико-технологического факультета было открыто фармацевтическое направление. С 1997 года мы выпустили более 2000 студентов, фармацевтов и стоматологов, не только с нашего региона и Северного Кавказа, но и с ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Также наша клиника имеет статус инновационного центра. Это единственная клиника в нашем регионе, которая имеет статус инновационного центра Стоматологической ассоциации России. Это накладывает на нас определенные обязательства. Под обязательством подразумевается то, что клинические рекомендации, которые вводятся в нашей стране, мы как опорная клиника доводим уже до наших врачей, которые работают уже в нашем городе, в нашем регионе, в нашей республике. Мы также проводим, наверное, в год 3-4 большие конференции, куда мы приглашаем наших коллег из ведущих вузов нашей страны, которые, в свою очередь, делятся своим опытом. Обычно студенты проходят практику на клинических базах лечебно-профилактических учреждений, с которыми вузы заключают договоры. Но в Северо-Осетинском госуниверситете имеются собственные базы для прохождения практики. Это клинико-диагностический стоматологический центр и городская стоматологическая поликлиника номер 1. В них используются самые передовые технологии и оборудование, аналогов которому нет в республике. Вот смотри, сейчас я отправлю один зубик на производство, и мы с тобой отсканируем 3-й зуб, хорошо? Отправить на производство зуб означает выточить его на этом аппарате с заранее заданными в специальной программе параметрами. Это еще одна новинка медицинского факультета. А ведь недавно для производства одной коронки требовалась целая команда зубных техников. Один отливал гипсовую модель, второй моделировал каркас из воска, третий отливал в металле, 4-й наносил керамику. Сегодня зубные протезы изготавливают цифровым методом. Несколько минут волшебства, и коронка готова. В последнее время особое распространение в стоматологии – это цифровая стоматология, которую вы сейчас можете наблюдать. И упор на нашем факультете делается на цифру, на 3D, на CAD/CAM-системы. У факультета все эти возможности есть на сегодняшний день, и студенты этими навыками уже обладают к окончанию 5-го курса. У пациента было произведено сканирование ротовой полости. На основании этого скана аппарат фрезерный вытачивает будущую коронку, которую отмоделировал врач. И человеческий фактор здесь исключен. Точность очень высокая. Наука развивается, и недалеко то время, когда 3D-диагностика позволит каждому пациенту получить высокоточную модель своей желанной улыбки. Ученые Дальневосточного федерального университета, например, уже придумали, как из хромофобных клеток вырастить новые зубы. И такие имплантаты будут лучше и долговечнее титановых.
Студент третьего курса медицинского факультета Северо-Осетинского госуниверситета Давид Чуниашвили тоже мечтает внести свой вклад в науку. Я уже знаю, то есть, как моделировать, я уже могу изготавливать, то есть, сами временные коронки. Наш весь процесс состоит из нескольких этапов. То есть первый этап – это мы собираем анализ самой челюсти, то есть мы смотрим, кто у нас заказчик, кто будет делать. Далее сами зубы мы говорим, какие это и для чего. То есть мы можем сказать, что это вот наша коронка, и делаем полную анатомию зуба. Далее у нас есть несколько насадок на наш сканер. Вот первая насадка. Мы его, модель саму кладем сюда, ставим и сканируем. Тут тоже нескольких этапов сканируется. Далее это все переносится в сам компьютер. Мы тут моделируем, то есть вот видите, мы можем потянуть, там вот бугры выровнять. Также мы по дуге можем выравнивать. Далее наши отмоделированные зубы мы переносим сюда, в наш ноутбук, и все происходит тут. То есть это станок, фрезерный станок. Тут происходит фрезирование наших моделей. То есть, например, это циркон и тут материал. И происходит как бы выпиливание в модели на циркон. Далее нашу модель, которую мы получили, мы ее редактируем за этим столом, вот, то есть борами всякими. И после мы переходим в муфельную печь. То есть она разогревается до 1600 градусов и то есть от 1-30 градусов в минуту. То есть наш циркон, мы его кладем вот сюда, чтобы наши фиссуры были снизу. Я могу включить печку, показать, как она будет сейчас спускаться. Она нагревается еще раз до 1600 градусов, и 5-6 часов она выдерживает эту температуру. Далее происходит охлаждение, и уже мы можем поставить тут на вечер, и утром как бы уже достаем готовую нашу модель. Сегодня, если у пациента на челюсти нет большинства зубов, стоматолог предлагает решение в формате All-on-4 – все на 4, когда вживляются 4 импланта, или All-on-6 – все на 6, когда 6 имплантов удерживают конструкцию. Такие методы являются практичным, надежным и довольно доступным решением. Этому тоже обучают студентов медицинского факультета. Сегодня у нас прошла имплантация немедленной нагрузки All-on-4, All-on-6. Эта технология заключается в том, что пациент приходит утром и вечером уже может уйти с зубами. Утром приходит пациент, мы устанавливаем имплантанты под определенными углами. Дальше отправляем к врачу-ортопеду, где снимается слепок, отправляется в зуботехническую лабораторию. Пациент в это время может пойти домой, отдохнуть, перекусить. И уже к вечеру мы вызываем пациента, устанавливаем ему несъемную конструкцию. Обычно такую операцию проводят пациентам с частичной или полной адентией или нежеланием носить частично съемные и съемные протезы. Одна из главных задач факультета – подготовить специалистов, способных работать на современном оборудовании. Для диагностики часто используют рентгеновские снимки, но они двухмерные и не всегда предоставляют полную информацию. А вот конусно-лучевая компьютерная 3D-томография дает трехмерное изображение. С ее помощью можно исследовать зубные каналы, определить степень разрушения зуба, выявить воспалительный процесс, определить место для забора кости при имплантации. После проведенной имплантации пациент направляется на КЛКТ, это конусно-лучевая компьютерная томограмма. После проведенной манипуляции переходит на компьютер изображение, после чего это поступает в учебное помещение, в учебную часть, где мы рассматриваем, полностью досконально изучаем проделанную операцию, как установлены имплантанты со всех 3 проекциях. То есть в современной стоматологии невозможно обойтись без КЛКТ. Чтобы работал хорошо врач, чтобы правильно было составлено лечение пациента, чтобы все врачи коллективно справились с этой задачей, с правильным поставлением диагноза и правильным лечением пациента, обязательно нужно делать КЛКТ. Плюсы аппарата именно КЛКТ в том, что он для пациента максимально безопасный, то есть доза облучения минимальная, его можно проводить до 20 раз в год.
На базе стоматологических клиник факультета проводятся уникальные операции. Одна из них по изменению положения нижнечелюстного нерва с одномоментной имплантацией недавно была проведена в режиме онлайн. Впервые в республике при нашем инновационном центре СТАР клиники СОГУ была проведена латерализация нижнечелюстного нерва при имплантации. Данная манипуляция проводится у пациентов с высоким расположением нерва в нижней челюсти и атрофией костной ткани. В норме нижнечелюстной нерв находится в толще нижней челюсти в области больших коренных зубов. Даже небольшая травма этого нерва может способствовать болезненности и онемению нижней губы, щеки, языка и зуб нижней челюсти. Суть манипуляции заключается в том, чтобы сдвинуть с места нижнечелюстной нерв для удобного расположения имплантантов. Здесь научная мысль развивается и совершенствуется. Вот, например, очередная новинка – совместный проект исследовательской команды фармацевтов и стоматологов «Технология производства зубных паст по индивидуальным рецептам». Все началось с простой концепции, а превратилось в интересную разработку, которая победила на всероссийском этапе международного конкурса студенческих предпринимательских проектов «Энактус» в номинации «Лучший проект года». Если при обращении в стоматологическую клинику у пациента обнаружено воспалительное заболевание полости рта, врач-стоматолог может предложить ему индивидуальную зубную пасту, которая разрабатывается в стоматологической клинике СОГУ. Для формирования состава индивидуальной зубной пасты врач-стоматолог берет пробу десневого кармана пациента, на основании которого будет разработан состав индивидуальной зубной пасты. Состав формируется не только исходя из результатов диагностики полости рта. Учитываются также возраст, сопутствующие диагнозы и вкусовые предпочтения конкретного пациента. Индивидуальные зубные пасты – это импортозамещающий продукт. Они производятся на российском оборудовании при помощи российских ингредиентов, а растительное сырье студенты собирают сами в экологически чистых горных районах Осетии. Изготовление зубных паст происходит на основе лекарственно-растительного сырья. Мы изготавливаем экстракты разной концентрации и отправляем на фармакологическое исследование. Выбор экстракта зависит от микробиологического анализа десневого кармана пациента при помощи маркеров. Экстракт лекарственно-растительного сырья добавляем в основу для зубной пасты. Проводим процесс смешивания. Зубная паста готовится индивидуально для каждого пациента в таком объеме, который необходимо для получения терапевтического эффекта. Готовую продукцию мы упаковываем в стерильную упаковку. Индивидуальные зубные пасты применяются в комплексе с ополаскивателем для полости рта, у которого лекарственный растительный состав и терапевтический эффект полностью идентичен друг другу. Для усиления фармакологического эффекта мы разработали состав гелей для лечебных кап. Гели наносятся на кап и применяются в ночное время. Помогают при пародонте, кровоточивости и воспалении десен. Диплом Северо-Осетинского госуниверситета – залог успешной профессиональной деятельности. Учиться здесь не только интересно, но и престижно. Список государств, из которых в СОГУ прибывают на обучение абитуриенты, расширяется. Преимущественно, конечно, это страны СНГ. Но увеличивается количество студентов также из дальнего зарубежья. Эрика Акоста, например, родом из Эквадора. О том, что в Северо-Осетинском госуниверситете есть медицинский факультет, так же, как и многие другие ребята, она узнала из интернета и решила воплотить свою давнюю мечту в реальность. Я всегда хотела быть стоматологом. И, конечно, первый раз я испугалась, я ничего не знала в этот язык. Здесь я учила русский язык. Это как мечтой. Всегда я скажу, это в СОГУ как мечтой для меня. Это первый раз, когда я слушала этот осетинский язык, я испугалась, потому что я думала, это русский. И я вообще не знала, я думала, что такое. Мои друзья
они тоже объяснили, что это наш родной язык, и они помогали мне и объяснили, что такое. Например, «Штырвошник», спасибо большое. И долго я читала и повторила это, я не могла повторить это. Это сложный язык знания, который дает на факультет. Это очень хорошо и прекрасно, потому что я могу спокойно уехать в Эквадор и сказать, что все я учила здесь, и сделает и дарит людям очень красивые оливки. Я Алиев Махди, родом из Дагестана, город Махачкала. Учусь в Северно-Осетинском государственном университете. Почему я поступил сюда? Потому что это один из лучших на Северном Кавказе университет. Очень много было хороших отзывов. Я поступил на медицинский, я всегда с детства хотел быть медиком. Направление у меня стоматология. И очень мне нравится преподавательский состав. Окончив медицинское профессиональное училище по специальности медбрат, я решил продолжить учебу в СОГУ по специальности стоматология. О медицинском факультете в СОГУ я узнал от своих друзей, которые здесь уже учились, и они были очень довольны. Учеба с первых дней дала мне понять осознанность выбора будущей профессии. Особенно хочется отметить специальные дисциплины, которые мы изучаем на клинических кафедрах и медицинских базах университета. Также радует наличие на факультете аккредитованных специальностей после дипломного образования. И надеюсь, что в дальнейшем мне удастся стать ординатором медицинского факультета. Я Ибраимов Ходжофиз, приехал учиться из Таджикистана. Я всю свою жизнь мечтал связать с медициной. О медицинском факультете узнал от своих братьев, которые учились тут, закончили. И я выбрал профессию стоматолога. Я считаю, что наш факультет очень достойный. Все преподаватели высокого уровня. Я из Чеченской республики. Всей семьей учились и учимся здесь, во Владикавказе. О СОГУ я узнал от родителей. Отец закончил у меня сельхозинститут. Сестры закончили СОГМА, стали врачами, брат еще учится в СОГМА. Я рад, что мне тоже представился такой шанс приехать и поступить в наш СОГУ на медицинский факультет направления фармация. Я приехал учиться из Узбекистана. В СОГУ я узнал от своих друзей, которые обучались на медицинском факультете. Я доволен уровнем своей подготовки и надеюсь, что после завершения обучения я смело смогу реализовать себя в родине в Узбекистане. Я приехала из Кабардино-Балкарии и всегда мечтала связать свою работу с медициной. И мне посчастливилось поступить в СОГУ. Здесь очень добрые, отзывчивые люди и хорошие преподаватели. Мне очень нравится то, что наш университет многонациональный. Один из корпусов медицинского факультета находится в здании бывшего Северокавказского Суворовского училища. Здесь же с 2019 года функционирует военный учебный центр, ставший межвузовским, в котором обучаются студенты очной формы по программам военной подготовки. Наш военный учебный центр является единственным военным центром в республиках Северного Кавказа. У нас есть хорошая возможность, не отрываясь от нашей основной учебы, получать военно-учебную специальность. Мы, помимо основного обучения в нашем военном центре, занимаемся участием в культурно-массовых мероприятиях, в парадах Победы, в акции «Бессмертный полк» и в других активностях. На медицинском факультете есть все возможности для подготовки востребованных на рынке труда специалистов, современные учебные аудитории, оснащенные лабораторией. Здесь действует научно-инновационный центр «Фармация», который реализует программы на основе интеграции образования, науки, производства и бизнеса. А недавно Северо-Осетинский госуниверситет стал единственным классическим вузом России, который вошел в состав химико-фармацевтического научно-образовательного медицинского кластера. Большая заслуга в этом Вячеслава Морозова, заведующего кафедрой фармации.
Преподавательский коллектив кафедры включает в себя 7 кандидатов фармацевтических наук и старшего преподавателя. В настоящее время мы готовы также к сотрудничеству. То, что мы входим в химико-фармацевтический кластер, позволяет нам расширять наше сотрудничество. Так у нас, например, на курсах повышения квалификации, начиная с этого года, будут работать преподаватели из Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета на площадке непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Да, то есть это новый вид реализации повышения квалификации, который мы начинаем впервые. В настоящее время у нас ежегодно на каждом курсе обучается 30-35 человек, но мы готовы к дальнейшему расширению контингента. Важная составляющая системы подготовки будущих специалистов – это организация возможностей их участия в научно-исследовательской и творческой деятельности. Обучение в ВУЗе, в частности в Всероссийском госуниверситете, на мой взгляд, базируется на 3 основных китах. Первый кит – это, собственно, само обучение. Второй кит – это, конечно же, социальная, можно сказать, такая спортивно-социальная часть. То есть в нашем ВУЗе действует спортивный клуб, в нашем ВУЗе есть волонтерская работа. У нас очень много мероприятий, так скажем, для находчивых ребят, для веселых ребят. Это ежегодные сессии КВНов, студенческая весна. Но основной упор лично я всегда делаю на 3-м ките. Это, конечно же, занятия наукой. Занятие наукой в Северо-Российском госуниверситете протекает в рамках СНО, студенческого научного общества. Это в целом по вузу, ну и, конечно же, в рамках научных кружков, которые имеются на факультете. Студенты, обучающиеся по специальности фармация, исследуют новые лекарственные препараты, работают над улучшением уже имеющихся за счет придания им других форм на основе новых технологий. Ребята достойно представляют университет и медицинский факультет, участвуя в конкурсах, конференциях и фестивалях различного уровня. Наши студенты принимают активное участие в GXP Summit и GXP Fest. Они достойно представляют наш факультет, побеждают в различных номинациях. Начиная с 2018 года наши студенты побеждали в таких номинациях, как «Бизнес-игра». В прошлом году студентка победила в номинации «Лучшее научное фото». В позапрошлом году студентка нашего факультета победила в викторине, которая была представлена ведущими производителями лекарственных препаратов, как отечественных, так и зарубежных. Зарина Козонова с 1-го курса занимается проектной деятельностью. Девушка уверена, что участие в научных исследованиях повышает интерес к профессии. За время своей научной жизни я публиковала работы в научных журналах, изданиях. Также мне посчастливилось поучаствовать в самом масштабном конкурсе GXP Summit, где я заняла призовое место. Я участвовала в викторине от ведущих фармпроизводителей. Это было очень неожиданно, но приятно, так как там участвовало очень много людей. К этому конкурсу я подошла, участвуя в других конкурсах. Допустим, на 2-м курсе я участвовала в международно-практической конференции «Беликовские чтения». Данная конференция проводилась в Пятигорском медицинском институте. Также моим научным руководителем являлся Морозов Юрий Алексеевич. Там мы представляли работу, где мы заняли 1-е место. Работа называлась «Получение сорбционных мягких лекарственных форм для лечения, для терапии гнойных ран». Кандидат фармацевтических наук, заведующая кафедрой фундаментальной медицины Лариса Царахова, ведет на факультете кружок «Фармастом». Это креативное пространство для будущего кадрового резерва фармацевтической отрасли, прекрасная площадка для развития науки и выявления творческого потенциала студентов. На кафедре фундаментальной медицины под руководством заведующей кафедры Цараховой Ларисы Николаевны работает научный кружок «Фармастом», который объединяет 2 специальности в одну проектную команду, успешно участвующую в различных конкурсах. В составе команды СОГУ команда «Фармастом» участвовала в международном конкурсе предпринимательских проектов «Энактус». На региональном этапе команда СОГУ была признана лучшей в номинации «Дебют года «Энактус Юг» и была удостоена поездки в Москву на всероссийский конкурс
«Enactus», где успешно выступила и попала в суперфинал. А эта фотография победила в престижном конкурсе международного студенческого фестиваля GXP Fest в номинации «Наука, изменившая мир». Автор снимка – студентка 5-го курса медицинского факультета Светлана Хачирова. В своей работе она продемонстрировала результат научного открытия одной из родоначальниц современной отечественной микробиологии Зинаиды Ермольевой, которая изобрела советскую версию пенициллина. Вот фотография, которая выиграла в этом конкурсе. Это вот пенициллин. Сзади на фоне можно увидеть больных, койки, а также врачей, которые за ними ухаживали. И если приглядеться к фотографии, можно увидеть то, что люди, они уже почти здоровы, кто-то уже отдыхает, прекрасно себя чувствует. То есть смысл в том, в этой фотографии, то, что благодаря антибиотику пенициллин они смогли выжить. Я распечатала фотографию вот этого госпиталя. Руки моего брата мы сделали, специально распечатали вот эту бумагу, скажем так, наклеили ее на антибиотик, чтобы люди поняли, что это он. И наклеили все и сфотографировали. В образовательном процессе обязательными являются учебные и производственные практики. Почитано, например, что из 5 лет обучения около года студенты-фармацевты работают в аптеке, приобретая первичный профессиональный опыт. Есть еще учебно-полевая практика, когда ребята знакомятся с лекарственными растениями, собирают сырье, учатся распознавать посторонние примеси, исследовать биологически активные вещества растений. За время учебы мы проводим 10 видов практики, 2 из которых практики по фармакогнозии, которые осуществляются путем экскурсионного обследования флоры, определения запасов, сбора и сушки лекарственного растительного сырья, освоение приемов культивирования лекарственных растений, а также камеральной обработки гербария и сырья. Так еще, будучи студентами, мы уже можем изготавливать косметические и лекарственные средства на основе экологически чистого лекарственного растительного сырья, что так ценно сегодня в рамках импортозамещения. Сотрудники медицинского факультета сегодня активно работают над производством лекарственных препаратов, косметических продуктов и биологически активных добавок на основе лимонника китайского. Выращивают его на специальном опытном участке. Это растение – природный стимулятор, который помогает избавиться от хронической усталости, что очень важно для спортсменов, военнослужащих, студентов, людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, водителей дальних рейсов. Сейчас на фармацевтическом рынке лекарственное растение представлено только лишь в одной форме – традиционной настойки, которая производится на 95% этиловом спирте. Это не подходит для широкой категории потребителей. И ученые факультета пытаются создать новые современные лекарственные формы. Нами предлагаются такие лекарственные формы, как таблетки для рассасывания, трансдермальный пластырь, трансдермальная мазь. Нами также разрабатываются всевозможные косметические продукты, в том числе и салфетки, в том числе и биологически активные добавки в виде всевозможных чаев, в виде шипучих таблеток. На данном приборе мы оцениваем качество таблеток по такому показателю, как растворение и распадаемость. С помощью данного прибора удается моделировать высвобождение действующих веществ в желудке. Если для желудка, то добавляется соляная кислота до pH значения желудочного сока. Если это в полости рта проводятся таблетки для полости рта для рассасывания или же кишечно растворимые, то с помощью буферных растворов подбирается значение pH, соответствующее значению слюнной жидкости, ну или же соответствующее содержимому кишечника. Совместно с Владикавказским научным центром здесь также проводятся исследования по гиалуроновой кислоте. Создаются уникальные продукты на основе природного коллагена. У нас есть индустриальный партнер, довольно крупное промышленное предприятие, работающее в Ставропольском крае. И мы сотрудничаем с ними над созданием продукции на основе коллагена. Да? Это косметическая продукция, это продукция парафармацевтическая.
В дальнейшем у нас в планах это разработка вспомогательных веществ на основе коллагена для производства лекарственных препаратов. У нас очень активное взаимодействие с компанией «Фармвлад» по созданию, опять же, парафармацевтической продукции в виде антисептиков, в виде косметической продукции. Мы работаем над возможностью открытия фармацевтического производства в Республике Северная Осетия-Алания совместно с данной компанией. И наши студенты, они, в принципе, очень активно вовлекаются в этот процесс. Практические занятия, лабораторные работы помогают студентам воспринимать и осмысливать материал. Важная роль в обучении отводится самообразованию. Только так полученные знания обретают прикладной характер. Мы проводим различные лабораторные работы, которые позволяют нам в большей степени понять производство тех или иных лекарственных препаратов, как производство, так и изготовление. Практические навыки помогают нам для прохождения аккредитации. Без прохождения первичной и вторичной аккредитации практическая деятельность не разрешена. Аккредитация – это заветный билетик по допуску в профессиональную деятельность. Ее процесс основан на тестировании, заданиях из единой базы оценочных средств, которую формирует методический центр аккредитации специалистов. Оценка практических навыков проводится с использованием симуляционного оборудования. На станции объективного структурированного клинического экзамена по осмотру и консультированию симуляционные тренажеры позволяют нам отрабатывать навыки разъяснения диагноза, проведения профессиональных осмотров и планирования дальнейшего лечения. На тренажере Smile у нас есть возможность отрабатывать наши навыки по препарированию кариозных полостей и пломбированию от препарированных полостей стеклоиномерным цементом. В нашем распоряжении есть все необходимые материалы и инструменты. На станции анестезия и удаление зубов в нашем распоряжении имеются тренажеры со встроенной программой оповещения в случае корректного проведения манипуляции обезболивания. Преимуществом данного тренажера является возможность многократного повторения процедуры без нанесения вреда пациенту и без возможных рисков здоровью пациента. На станции изготовления лекарственных препаратов и внутриаптечный контроль мы должны продемонстрировать полученные навыки по изготовлению препаратов и проведению внутриаптечного контроля. Также мы должны уметь правильно дозировать ингредиенты, входящие в состав прописи, и подбирать условия хранения и срок годности в соответствии с нормативной документацией и физико-химическими свойствами входящих ингредиентов. На станции «Аптека» студенты 4-5 курсов проходят отработку практических навыков, фармацевтическая экспертиза рецептов. Они готовятся к этапу аккредитации, изучают, повторяют рецептурные бланки, журнал регистрации рецептов, журнал регистрации наркотических, психотропных лекарственных средств, отпуск оптовый и розничную торговлю и отпуск лекарственных средств и иных средств аптечного ассортимента. После успешного освоения программы первых 3 курсов, а также прохождения 3 практик, студенты медицинского факультета имеют возможность попробовать себя в роли среднего медицинского и фармацевтического персонала. Для этого необходимо сдать 3-этапный экзамен по допуску к медицинской и фармацевтической деятельности на должности среднего медицинского и фармацевтического персонала. Экзамен этот состоит из таких этапов, как тестирование, практический этап и собеседование. После успешной сдачи этого экзамена мы можем работать медсестрами в стационаре, а также фармацевтами в аптеке. Вообще, работа во время учебы дает дополнительные баллы при поступлении в ординатуру. Студенты уже во время учебы стажируются в ведущих клиниках, учреждениях здравоохранения, научно-исследовательских институтах. А после окончания обучения выпускники медицинского факультета легко и быстро находят работу, потому что востребованы на рынке труда. Многие ребята, выпускники нашего факультета, которые занимались в том числе и в рамках наших научных кружков, в настоящее время являются преподавателями многих других вузов нашей страны. Это и
Пятигорский медико-фармацевтический институт. Там работает наш выпускник Пандур Александр Феликсович на кафедре управления экономики и фармации. Это и наша выпускница Сиукаева Дина Динорьевна, которая работает в Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии. Это и Ким Владислав Эрнестович, который работал на кафедре фармацевтической технологии в Омском государственном медицинском университете. Но это парень был такой достаточно молодой, креативный, он постоянно искал себе новое пристанище, он никогда не сидел на месте. И в данный момент он работает на Бали, в косметической фабрике, работает фармацевтическим технологом. Помимо этого, выпускники нашего факультета также работали в свое время и в Первом медицинском университете, в Сеченовской медакадемии. Так, допустим, Кабалоева Диана Руслановна, она защитила кандидатскую диссертацию в рамках этого вуза, некоторое время поработала даже на этой кафедре, и очень примечательно, что она является разработчиком одной из фармакопейной статьи в действующей государственной фармакопее. Для нас это очень престижно. Медицинский факультет уверенно смотрит в будущее. Он активно сотрудничает с российскими научными центрами и крупными клиниками. В планах открытие новых направлений ординатуры, увеличение контингента студентов и профессорско-преподавательского состава. Современная медицина нуждается в инициативных и целеустремленных молодых профессионалах, способных стратегически и творчески мыслить, принимать рациональные решения. Именно таких специалистов и выпускает медицинский факультет Северо-Осетинского госуниверситета.